4 знатных рода Челябинской области провели научно-практическую конференцию. Гости прибыли даже из Кипра. Челябинцы встретили уважаемых гостей у памятника башкирским воинам 1812 года, расположенного рядом с резиденцией губернатора Челябинской области. Под звуки курая гости возложили цветы и почтили память батыров. Мы издали книгу «Между двух огней». Здесь речь идет о наших прадедах, которые жили здесь, в Кунашакском районе в частности. Давлетша Бекметов стал начальником 3-го башкирского кантона. Он известен тем, что защитил вотчинное право башкир-мишер на землю и предотвратил перевод тех крепостной сословий. Поэтому сегодняшнее мероприятие, оно еще должно больше сблизить наши народы в области культуры и в области такого источника ценного, как шежере. Съезд продолжился в ДК «Строителей». Помещение было предоставлено лидером общественной организации «Соцгород» Андреем Барышевым. В фойе было выставлено родословное древо Бекметовых, в котором размещены 3000 имен 14 поколений этого рода. Гости познакомились с биографией знаменитых представителей Бекметовых, Шаимовых, Тимиргазиных. Мы очень рады, нам очень приятно познакомиться с новыми родственниками. Сами понимаете, в наше время не всегда приходится, положение такое, что не всегда общаемся не то что с какими-то там троюродными, четырехюродными, даже с родными. Узнать все корни, какие у нас есть, кто, где, кем работает, кем стал. Для меня это какой-то толчок к хорошему. Просто хочу всех знать. Современное поколение Бекметовых не уступает в известности своим предшественникам. Среди них есть доктора наук, ученые, активисты башкирских организаций. В какой бы отрасли они ни трудились и где бы они ни проживали, Бекметовы помнят свой род. Альфия Бекметова проживает в городе Левасол, остров Кипр. Узнав о съезде рода, она отложила дела и прилетела в Челябинск. По словам Альфии Габидуловны, знание своего прошлого и поддержка родственных связей придавали ей силы в самые трудные моменты. О роде Бекметов, когда мы говорим, один из них был кантонным начальником, так ведь? Он никогда не обижал простой народ. И поэтому его любили очень. Инициатор съезда Рауф Бекметов не первый раз собирает своих родственников. До этого Бекметовы встречались в Баймаке в 2009 году, в 2010 Курманово и Сарина, в 2011 в Аргаише. Кроме этого, у Бекметовых функционирует общественно-научно-исследовательский центр в Мирауфе. Организация занимается исследованием и изысканием неизведанных страниц истории рода Бекметовых. Вся наша работа, которая проводится, цель ее, чтобы доносить до наших будущих поколений историю нашего рода, наших родов, чтобы не прервалась связь поколений. Председатель собрания потомков дворян башкирского сословия и знати Рафаил Бакиров вручил медали за помощь в возведении памятника башкирским воинам 1812 года начальнику управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрию Семенову, депутату Госдумы Андрею Барышеву. От центра Мирауфе были вручены благодарственные письма активистам и организаторам. С докладом о важности сохранения и знания своих корней выступил потомок основателя Челябинска Тархана Таймаса Шаимова Наиль Шаимов. Потомок старшины Тимиргазы Ильясова Марат Тимиргазин ознакомил зрителей с историей войскового чиновничества периода кантонного управления.